Разрушительный удар по военному аэродрому России. Украина не готова разделять страну Берлинской стеной, а Узбекистан и Казахстан тратят миллиарды долларов на военные расходы. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. В Киеве заявили, что война не остановится по нынешней линии фронта. Каков план Украины? Детонация, эвакуация и режим чрезвычайной ситуации. Точное попадание по известнейшему военному аэродрому России. Последствия впечатляют. Попытка вывоза $1 миллиона из Узбекистана в Казахстан. Финляндия – самая счастливая страна, а Лукашенко собрался на инаугурацию. Обзор важных событий. Друзья, всем привет! Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте также свои комментарии и спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаем. Россия массированно ударила по городу, с которого начиналось российское вторжение в 2014 году, по Славянску. 11 лет назад этот населенный пункт в Донецкой области был захвачен отрядом военных Игоря Стрелкова-Гиркина и несколько месяцев находился под контролем сил РФ. Город давно освободили, но все эти годы он является мишенью россиян. Удары накануне пришлись по жилым кварталам. В Славянске заявили, что таких ударов было 6, зафиксированы повреждения жилых домов, есть пострадавшие. Второй массированный и самый масштабный удар за все время полномасштабной войны россияне нанесли по городу Крапивницкий, это Кировоградская область. На этот населенный пункт россияне направили 21 дрон типа «Шахед». Такого не было никогда. Местные власти заявили об ударе по гражданской инфраструктуре, а в офисе президента Украины подчеркнули, что именно так и выглядит прекращение огня, обещанное Путиным. В пух и перья разлетелись российские ракеты, в частности Х-101, которыми РФ бьет по Украине. ВСУ нанесли удар не по объектам энергетики, а по военному аэродрому Энгельс. Прилет очень точный и разрушительный, говорят местные. Генштаб ВСУ подтверждает атаку и заявляет, что с территории этого аэродрома взлетает авиация, которая после обстреливает украинские города. Это нихуя. Там что-то ебало пи***ц. На видео, которое активно выкладывали люди в соцсетях, слышно звуки детонации. В эпицентре взрыва значительные разрушения. Мне страшно. В дом. Окна вылетели вот тоже. Окно по вылету. В регионе ввели режим чрезвычайной ситуации, была проведена эвакуация. Из-за возгорания на аэродроме также эвакуированы жители нескольких СНТ. В связи с этим введен режим ЧС муниципального уровня. Такое решение было принято в целях обеспечения безопасности. На месте работают Управление региональной безопасности и областная служба спасения. В России заявили, что силам ПВО якобы удалось сбить 132 украинских дрона, 54 над Саратовской областью, 40 над Воронежской, еще 22 над Белгородской, 9 над Ростовской, по 3 над Курской областью и Крымом и 1 над Липецкой. Украина и Россия не согласовали технические условия для прекращения ударов по объектам энергетики. Об этом сообщает Sky News, а также аналитики Американского института изучения войны. Несмотря на то, что публичные заявления о готовности к такому частичному перемирию уже прозвучали с двух сторон, документально еще ничего не подтверждено и не обозначено. The Telegraph уточняет, Путин всячески пытается защитить свою Кощееву иглу, НПЗ, по которым бьет Украина. Это его ахиллесова пята. И он был бы не против того, чтобы удары остановились. Секрет прост. Объекты, по которым ВСУ наносят удары, питают российскую армию, топливом, без которого на фронте не обойтись. Но темпы, с которыми Украина наносит удары по территории России, также резко ускорились с начала 2025 года. Эти атаки – это способ для Украины замедлить наступление российской армии, нанося удары по складам с горючим, которые снабжают топливом самолеты, танки и другую военную технику. По данным The Telegraph, Украина нанесла как минимум 40 ударов по нефтеперерабатывающим заводам России за 2024 и 2025 годы.
В украинском небе появились новые F-16. Об этом заявил Зеленский, когда опровергал заявление россиян об уничтожении такого украинского истребителя в Сумской области. Точное количество новой авиатехники в Киеве не называют. Намекают лишь, что истребителей несколько. Кроме того, Зеленский заявил, что остановить войну точно по нынешней линии фронта невозможно. С этим согласился и Трамп. Всьому у нас є регіони, просто є регіони, є міста, є містечки, які розрізані тією чи іншою контактною лінією. І якщо в деяких місцях ви будете залишати цю лінію, ви просто залишите місця або містечка без життя. Ніхто не повернеться в половину міста. І якщо десь це повернеться, якщо це станеться з великими якимись містами, то це буде Берлін. Я сказав чесно президенту Трампу, чи хочемо ми Берлін? Чи хочемо ми таких багато міст? Я думаю, що ми один одного зрозуміли, що це не варіант. Берлінська стіна – це не варіант. І тому ми будемо пробувати менеджувати це питання. Трамп же назвал свою главную цель – объединить две страны – Россию и Украину, и остановить гибель людей. Трамп уверяет, что еженедельно стороны теряют 2000 человек. Я также хочу прекратить огромные платежи, которые нам приходится делать. Кроме того, я хочу, чтобы Европа платила столько же, сколько платим мы, потому что при Байдене она этого не делала, а Байден никогда этого и не требовал, ведь он был совершенно некомпетентным президентом. У меня состоялись 2 очень хороших телефонных разговора, и я действительно верю, что нам удастся договориться и остановить кровопролитие, которое сейчас происходит там. Планы американского президента реальны или нет на данном этапе, как считаете? Поделитесь мнением под этим видео. Тем временем голос Орбана доносится из Венгрии. Он призвал поддержать республиканца. В нашем понимании есть одна простая миссия, которую должен выполнить Европейский Союз – поддержать Дональда Трампа. Усилия президента Дональда Трампа по установлению мира – это то, что мы должны делать. Ничего больше. В Беларуси публично заявили о предстоящей инаугурации Лукашенко. Она назначена на День воли. 7-й по счету ритуал пройдет 25 марта. Такую дату назначил ЦИК. Вероятно, выбрана она не случайно. 25 марта 1918 года была провозглашена независимость Белорусской Народной Республики. Этот праздник, запрещенный сейчас в Беларуси, крайне важен для белорусов. В республике в последние годы дата не отмечается, но режим Лукашенко хочет дотянуться и до тех, кому это историческое событие не безразлично. В прошлом году Следственный комитет объявил участников акций Дня воли за рубежом подозреваемыми по уголовному делу. Напомню, что в 2020 году инаугурация Лукашенко была тайной. Церемония публично не анонсировалась, а о том, что она вообще состоялась, белорусы узнали уже постфактум. И данная информация стала полной неожиданностью, вызвала новый виток протестов. После трансляции инаугурации тысячи людей вышли на проспект Победителей в Минске. Силовики Лукашенко при этом использовали против протестующих дубинки, водометы и слезоточивый газ. На этот раз о намерении вступить в 7-й раз в должность у Лукашенко рассказали за 5 дней до этого события. Узбекистан лидирует в Центральной Азии по военным расходам. Практически $3 миллиарда. Именно столько потратил Ташкент на оборону в 2024 году, оставив далеко позади даже ближайших соседей. По данным Global Firepower, страна заняла 1-е место в регионе по военным расходам, обогнав Казахстан, который потратил всего $2 миллиарда. Туркменистан тратит $1,1 миллиарда. Меньше всех на оборону выделил Кыргызстан. За 2024 год $221 миллион, а Таджикистан 446 миллионов. В 2024 году глобальные военные расходы превысили $2 триллиона, и, как всегда, впереди США. Их военный бюджет 968 миллиардов, почти половина всех мировых затрат. Китай на 2-м месте 235 миллиардов, но с поправкой на покупательную способность. Его реальные расходы могут доходить до 477 миллиардов. Россия с учетом аналогичной корректировки 461 миллиард тратит. Отмечу, что тот же Узбекистан не только нарастил бюджет, но и поднялся на 58-е место в мировом рейтинге армий, улучшив свои позиции сразу на 7 ступеней. Страны укрепляют свои военные возможности, но какие цели стоят за этим? Региональная безопасность, новые союзы или подготовка к будущим вызовам? Напишите свой вариант в комментариях под видео.
$1 миллион в целлофановом пакете и в машине Лачетти пытались вывести в Казахстан из Узбекистана. Об этом сообщает служба государственной безопасности Узбекистана. Деньги нашли во время досмотра авто на посту Наваи. Собственник не собирался их декларировать и не собирался о них говорить. За мужчину плотно взялись и обыски провели даже в его доме. Там нашли еще почти $400 тысяч. В службе госбезопасности говорят, что мужчина собирал валюту у торговцев на рынках Ташкента и передавал ее посредникам для дальнейшего вывоза в Казахстан. В ходе операции в качестве вещественных доказательств была изъята сумма в $1 миллион 273 тысячи $170 США. На данный момент в отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело, и в качестве меры пресечения применено заключение под стражу. 8-й год подряд Финляндия – самая счастливая страна. Таковы данные Всемирного отчета о счастье. Средний балл финнов 7,75 из 10, что делает их абсолютными чемпионами в рейтинге. За ними следует Дания, Исландия и Швеция. Граждан Финляндии делает счастливыми высокий уровень жизни, социальная поддержка, свобода и здоровье, а также минимальный уровень коррупции. Средний показатель удовлетворенности жизнью в Финляндии составляет примерно 7,75 из 10 баллов, согласно самооценке жителей. Другие северные страны идут следом за Финляндией. Это Дания, Швеция и Исландия. В самом низу списка снова оказался Афганистан, и его показатели ухудшились. Теперь средняя удовлетворенность жизнью там составляет лишь 1,3 балла из 10. Отмечу, что Украина оказалась на 111-м месте в обновленном рейтинге счастья, Кыргызстан на 75-й строчке, Россия заняла 66-е место, Узбекистан на 53-м, Казахстан на 43-м месте среди 147 стран. А вот Беларуси в этом рейтинге снова нет. Страну исключили несколько лет назад. Измерить уровень счастья в республике – невыполнимая задача. Друзья, а как вы оцениваете свой уровень счастья? Поделитесь своим настроением в комментариях. Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой комментарий и лайк. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.